Станции «Эхо Москвы» в Уфе, программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев, а вместе со мной в студии ведущий научный сотрудник Института стратегических исследований Республики Башкортостан, кандидат философских наук Азат Бердин. Здравствуйте, Азат Тагирович. Здравствуйте. Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас есть прямая видеотрансляция в YouTube, где есть чат для ваших вопросов, реплик и каких-то комментариев. Присоединяйтесь к трансляции. Также можно нас смотреть в видеорежиме в соцсети «Одноклассники», если кому-то так удобнее, пожалуйста. Как говорится, дерзайте. Плюс номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений также работает. +7 927 304 1051. Так совпало, что мы сегодня с вами встречаемся в День башкирского языка. Совсем недавно эту дату ввели, уже при Радии Хабировой был подписан указ. Хотелось бы, чтобы вы свое мнение высказали, насколько эта дата заметна, нужна, полезна, или скорее это символическое какое-то значение имеет, и не более того. Вот за эти прошедшие 3 года, в принципе, что-то изменилось в позитивном смысле для сохранения и развития языка? Спасибо большое. Так, я вопрос понял, но дело в том, что как раз в честь Дня башкирского языка сегодня у меня будет еще эфир. Так. Вот, где мне этот вопрос, я думаю, будет задавать более подробно, насколько я понял. Что ж, это другая аудитория. Вот, да, возможно, другая аудитория. Это вся Уфа. Вся Уфа. Вот, и как раз 5 часов будет прямой эфир там. Что касается, поэтому я только, что касается этого вопроса, я только коротко отмечу, что, во-первых, это праздник совершенно новый. Вот, поэтому пока он никакого значения до этого не имел. Это в наших силах сделать так, чтобы он какое-либо значение имел, хотя бы как значение и подведения итогов, и обозначения проблем. И вообще в качестве чисто символической, в том числе, да, символы, они очень важны на самом деле. Это символ того, что государство обращает внимание на эту проблему, государство помнит об этой проблеме, и общество помнит об этой проблеме, что она очень важна, и так далее, и так далее. На самом деле, последние годы, я думаю, никто не сомневается в этнополитологической важности этой проблемы. Вспомните хотя бы, сколько информационного шума было вокруг кейса в 2017 году. Помните, как у нас первый несанкционированный, причем массовый несанкционированный митинг в Башкортостане, вот за такую последнюю... За 15 лет, эпоху. да, конечно. Да. Он был как раз в защиту башкирского языка. И, в общем-то, на самом деле, я считаю, он своих целей добился. Потому что на тот митинг сходились люди совершенно разных, я это хорошо помню, совершенно разных убеждений, совершенно разных взглядов. Это был абсолютно мирный такой продуктивный достаточно митинг. И они свою проблему обозначили. Они ее обозначили, и она по мере сил все-таки решается. Другое дело, что, конечно, остановить сам по себе весь тот поворот событий, который произошел, они не могли. Они просто могли показать, что с народом надо разговаривать серьезно, что проблема это серьезная, они ее обозначили, и что ее нужно как-то решать. Я напомню, что больше всех по этому поводу, по поводу введения так называемого добровольного обучения башкирскому языку, то есть, точнее, не башкирскому языку, а родным языкам вообще. В принципе, да, конечно. Да, в принципе. Больше всех информационного шума сначала было из Казани, потому что там к этому были подключены все СМИ, средства массовой информации. Официальные в том числе, надо сказать. Вот. Да. У нас снизу. Была опущена тяжелая артиллерия в качестве депутатов, кого только не было, в общем говоря. И дело в том, что именно в Татарстане эта проблема была наиболее острой на самом деле. Потому что там действительно дети обучались вплоть до 6 часов в неделю. Да, в неделю татарскому языку, что вызвало достаточно сильное родительское движение в защиту, так называемый принцип добровольного изучения языка. Я сейчас не буду опять повторять то, что я много раз говорил, в том числе и здесь. То есть там было больше родителей, которые как раз-таки за добровольные были, потому что слишком много они считали татарского языка. Да. Во главе этого движения был, покойный ныне очень известный социолог Александр Свалагаев. И Михаил Щеглов, он из Общества русской культуры Казани, а Свалагаев возглавлял Общество культуры Татарстана, насколько я помню. Мы с Свалагаевым, я помню, были очень продуктивной такой переписки, это был очень успешный и интересный человек. Я просто хочу напомнить один любопытный момент, который сейчас, многие, может быть, забыли. Тогда это общество предлагало как раз не убирать татарский обязательный татарские школы,
а только сократить их до 2 часов. Мгм. Вот, то Вот есть... эти самые противники, так называемые, так предлагали. Да. И причем это были именно противники, так называемые. И то есть тот самый вариант, к которому пришли в Башкортостане, и на котором, в общем-то, все сначала остановились. Сначала, до вот этого 17-го года. Вот. Но в Казани власть на это не шла. Это послужило поводом к тому, чтобы дальше будировать этот вопрос, и чтобы сторонники этого вопроса уже в Москве, в общем, обратили на это внимание. Причем самого Путина, который, как известно, высказался по этому поводу. Да? Причем сначала незаконно, он только высказался. Следом последовала, в Йошкар-Оле, насколько я помню, следом последовала очень бурная реакция, да? Насколько мы помним, Казани, которая грозила всевозможными бедами в этом случае. Но когда, обратите внимание, причем, что интересно, средства массовой информации в Казани стали вину перекладывать на Башкортостан. Говорить, что у нас все нормально. Это не про нас, Путин, это про Башкортостан. Там какие-то проблемы и так далее. Хотя как раз там, наоборот, вырабатывался у нас именно вот такой подход, как его называли, башкирский компромисс тогда среди этнополитологов. Ну, та же вот Екатерина Рутюнова, например, так писала. А, кстати, этот компромисс, он как у нас возник? Кто был вдохновителем, что ли? Там получилось как? Потому что вот эта проблема, она же перешла и к нам. И даже не то, что пришла, у нас, в общем-то, она тоже была. Причем у нас вот подобная группа, они создавались под копирку из Казани. Тоже возникло общество родителей за добровольное изучение языка. И там были намного более такие эпатажные персонажи, в том числе вот Лина Серегина, известная, Галина Лучкина. Сейчас мало кто о ней помнит, а тогда это был очень неистовый такой персонаж. И так далее, и так далее. Сейчас все перечислять не буду, там были самые разные люди с разным бэкграундом. Вот. И что дальше получилось? Но дело в том, что проблема сама все-таки тоже была. Вы же помните, споры шли везде по этому поводу. И, в общем-то, здесь тоже настрой был примерно такой же, как озвучивал ОРК в главе с Салагаевым тогда. То есть, в общем-то, люди были бы не против, если бы сохранялось 2 часа обязательных, остальное добровольно. Но было уже поздно. Более того, в Башкортостане для этого, я чуть не забыл, в Башкортостане для этого была юридическая основа. У нас было разделение на государственные и родные языки с самого начала. Да. И с самого начала, в том числе даже при Рахимове, когда это только-только еще начиналось, только в качестве пробных шагов вводилось, уже тогда, если какой-либо класс, вне зависимости от национальности, но учительница решила, что русского маловато, все могут родной объявить русским. Например. Так и делали, так и часами балансировали. То есть гибко было, в Татарстане этого не было. Этот опыт стали принимать, когда было уже поздно. Когда в ответ на замечание Путина там вдруг стали разбавить руками, переводить вину в сторону Башкортостана, что было просто абсурдным. И тогда последовал уже жесткий ответ. Тогда это все было перенаправлено в компетенцию прокуратуры, в том числе Роспотребнадзора, Роснадзора и так далее, и так далее, и так далее. И тогда уже был удар по площадям. Плохо стало всем республикам. Что интересно, при этом в самой Казани реакция последовала достаточно интересная. Когда, все стало ясно, и, естественно, вся кампания была свернута, то в качестве такой народной реакции к стенам Казанского Кремля вышло менее 100 таких ветеранов суверенитета, напротив них вышли тоже столько же сторонников противоположной точки зрения, там Щегловым, по-моему, и так далее, покричали немножко там и разошлись. Здесь вы сами помните, когда народ был обеспокоен этим, вышло там 2,5 до 3 тысяч человек. И поэтому потом проблема, в общем-то, она стала решаться уже только в тех рамках, в каких уже теперь это можно было сделать. Я свою точку зрения по этому поводу много раз выражал. Я от нее не отказываюсь, но другое дело, что все эти рамки уже есть, их уже назад теперь их не сдвинешь. То есть тот принцип, который сейчас в школах, он, я думаю, теперь надолго. Скажите, сегодня то, что есть, в принципе, более-менее нормально, тот режим, который у нас сейчас имеется, и самое главное, то, какой процент людей все-таки пользуется возможностью добровольно изучать башкирский язык, в частности? Вы знаете, я этой проблемой, об этих процентах и так далее, занимался, если помните, я как раз, по-моему, и здесь по этому поводу высказывался, занимался тогда ранее. Сейчас у меня интересы немножко сместились в другую сторону, поэтому я сейчас точно цифры называть не стану. Я обращу внимание на другую проблему. Дело в том, что во время этих споров о государственном, обязательном государственном, необязательном государственном, родном, выборе родных языков и так далее, мы на самом деле действительно уходили от очень существенной стороны вопроса. Дело в том, что
это вот неоднократно подчеркивал, например, мой товарищ Юлдаш Юсупов, да и многие другие, многие исследователи это подчеркивают, что дети приходят в школу с уже устоявшимся русскоязычием на самом деле. Башкирские дети, татарские дети и так далее. И даже в башкирских гимназиях, вот посмотрите, вот Басатов хотя бы, где мои дети учатся, там, где действительно серьезно, очень серьезно подходит к башкирскому языку, там действительно дети до ночи учат его. Вот. Все равно между собой дети разговаривают на чем? На русском. Более того, другая, значит, даже не проблема, а пример. В деревнях, я вот сам помню, когда маленький был, сам я русскоязычный башкир, потому что я городской, среди городских таких большинство. Естественно, я приезжал в деревню, да, в деревне плохо говорили, да, по-русски, не то, что плохо, с акцентом говорили по-русски. Вот. Все владели башкирским, поголовно. Абсолютно. Дети между собой говорили только по-башкирски. Вот. По-русски они со мной говорили. Вот. Теперь очень часто деревенские детишки смотришь, разговаривают между собой на русском. Почему? А потому что, ну, там телефон у меня есть, да? Вот. У каждого из нас телефон. У каждого из нас... Те же самые наблюдения здесь подтверждают 100%. Вот, следовательно, что нужно делать? Следовательно, нужно, во-первых, развивать детский контент. Во-вторых, цифровизировать все это обучение. И, естественно, про что уже все говорили 100 раз, делать новые методики. Всем этим занялись. Причем занялись, в том числе через Курултай Башкир. Это была очень дискуссионная и очень интересная история. Там меняли команды, там за год вот это было. Вот. Значит, на это обращено самое серьезное внимание. В том числе, кстати говоря, через ИЯЛ, например, шла работа, в том числе подключали и Казань к этому делу, потому что они там начали это несколько раньше, и у них были уже свои технологии по переводу, там так далее. Углубляться не буду, но это только из аспектов работы. Но просто я напомню, что делалось, создавались эти вещи для нас на деньги, естественно, Башкортостана. И, наконец, вот о чем я еще подробнее расскажу, я думаю, на эфире всей Уфы. Эта проблема вышла на федеральный научный уровень. Например, совсем недавно Институт языкознания РАН пригласил для доклада по кейсу северо-западного диалекта башкирского языка Юлдаша Юсупова, начальника Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований, вот, товарищ мой. Вот. И поскольку Юлдаш, он освещал этот вопрос с точки зрения антропологии, а Институт языкознания, вместе с ним с докладчиком был Искандер Саидбаталов, как языковед. И там очень интересный формат. Нам обязательно нужно, чтобы был дискутант. Официальный дискутант, не считая всех остальных. Официальным дискутантом была еще более известная, очень известный у нас языковед Фердаус Хисамидинова. Все ее знают. Было очень интересно. Значит, ну, тут подключились наши казанские коллеги, что придало такой очень экзотический, я бы сказал, несколько шарм. Я не буду сейчас про это рассказывать. Все это доступно в интернете, и можно посмотреть. Но я просто о чем хочу сказать. По итогам, знаете, что было сказано? Что сказал по итогам модератор этой дискуссии? Он сказал, что на самом деле вот эти дискуссии свидетельствуют о том, что башкирскому и татарскому языкам по сравнению с другими национальными языками в России можно только позавидовать. Потому что если вопросы ставятся о форме даже не только преподавания не только языка, а даже диалектов этого языка, да, если ведутся вокруг этого аргументированные дискуссии, выделяются, так сказать, средства на это и так далее, то это замечательно на самом деле. Потому что очень многие языки, в том числе в России. Это не только Россия, это общемировая проблема на самом деле. Но он говорил о России. Так вот, они в таком состоянии, что там сейчас не только не до диалектов, а в принципе, о сохранении вопрос. языка стоит. Вот примерно так. Понятно. Если с этой стороны подходить, то, наверное, это отрадно. Ну вот как раз через диалект хотелось бы все-таки несколько затронуть перепись, которая у нас состоялась в этом году. И традиционно, конечно, вокруг переписи у нас шум происходит определенный друг друга Башкирия с Татарстаном, или определенные силы в Башкирии и в Татарстане начинают колоть. Азат Бадранов, вице-премьер, здесь у нас в студии в те дни был, высказывался по поводу там десанта казанского, радиостанция сюда приезжала и прочее. И по большому счету приходили мы к выводу, что ну вот это все лишнее. Но почему-то каждый раз, каждые 10 лет, когда это начинается, я имею в виду перепись, в любом случае не обходится без определенных вот этих вот подковерных игр с обеих сторон, я бы сказал.
Вы согласны с тем, что эти игры присутствуют, и как вы это все оцениваете? Я согласен с тем, что эта проблема присутствует. Она была ожидаемой, но сейчас она была в некоторых отношениях, вот, нынешняя кампания была беспрецедентной. Беспрецедентной. Острее, чем в прошлые разы даже? По сравнению с прошлыми разами, я объясню, почему. Так. Значит, сначала об ожидаемости. Да, действительно, начиная с переписи 1989 года, вот первой политизированной переписи, которая прошла, из которой все началось. Потому что до этого все переписи были нужны для того, чтобы узнать, сколько у нас башкир, татар, там, евреев, русских, цыган и так далее, так далее. Сколько у нас научных сотрудников, пролетариат, сколько там крестьян и так далее. То есть она носила рабочий характер, остальные переписи. Вот. И поэтому колебания между башкирами и татарами, они были не очень велики. Вот. О пропаганде там какой-либо вообще речи не шло, сами понимаете. Вот. А вот в 1989 году случился слом, потому что перепись стала не только снимком ситуации, она стала политическим оружием. Она стала выражением политизированной этничности. Поэтому была развернута тогда беспрецедентная кампания по, ну, так сказать, можно сказать, дебашкиризации и тотализации населения. Вот это я слышал не первый раз, и хотелось бы все-таки понять раз и навсегда, кто ее развернул. В тот момент вроде как страна есть было нечего, не до этого же было. Сложный вопрос, я могу целую отдельную передачу это рассказывать. Значит, ситуация там получилась какая? Тогда, как известно, шла перестройка, у власти был Горбачев, да. И он вел свою кадровую политику. Он менял те кадры, которые эти верхушки не устраивали. Те, которые, по его мнению, не были в курсе перестройки. То есть созидатели, грубо говоря, были не нужны. У нас тогда был Шакиров, Мидхат Шакиров. Да. Вот, это был очень крупный человек, очень сильный, серьезный. Это был действительно настоящий. Но в 89-м его уже не было. А? В 89-м его уже не было. Нет. В 89-м его уже давно не было. Да. Вот. Кстати говоря, вот эту ошибку насчет 89-го года допустил один известный социальный публицист Ерхамов. Он как раз говорил, что якобы я говорил о Рахимове тогда. Рахимов был не тогда. Не было еще. Конечно. Это была более поздняя история. Конечно. Вот. А уж и тем более в истории с Шакировым. Тогда еще Рахимова не было. Но пошло все вот именно оттуда. Что пошло? Дело в том, что по успешности кадровой политики Горбачева мы можем судить не только по Башкирии. Есть более горячие примеры, как, скажем, с Казахстаном, когда, помню, там Клобик был поставлен, чем это закончилось. Закончилось чудовищным погромом в Алма-Ате, избиением казахских студентов и так далее. Там целый список погибших был. Но я бы не обобщал. Многие ставленники Горбачева в итоге по 20 лет правили своими независимыми государствами. А вы не помните, с какими результатами они правили? Шеварднадзе, например, который потом пробился к власти Грузии. Алиев, когда сел на Азербайджан и так далее. Везде, куда приходили эти ставленники, везде была война. Туркменбаши. Сначала, нет, Шеварднадзе пошел потом. Но я имею в виду, что все вот эти люди, они не были заточены на созидание. Первый секретарь Шеварднадзе тогда был намного выше первого секретаря. Они были заточены на реформы, на преобразование. Это же тоже хорошо. Вот он говорил, они говорили о реформах, о преобразованиях. Вы помните, чем закончились эти реформы? Я напомню это словами Путина. Они закончились самой величайшей геополитической катастрофой 20 века. Это мнение Путина, которое можно не разделять, кстати говоря. Правильно. А я ее разделяю в данном случае. Я очень многие вещи Путина, высказывания Путина не разделяю, потому что в истории далеко не самое сильное его место, например. Так, хорошо, хоть так. Скажем так. Но что касается геополитической катастрофы, он совершенно прав. Я вам более того скажу. Те проблемы, которые сейчас у нас есть, и которые на самом деле почти неизбежны, и нам придется их решать, в том числе вот с тем, что творится сейчас международная ситуация вокруг России, и Донбасс и так далее. Они все просто последствия того, что было тогда, последствия того разбоя страны. А может быть не тогда, а в начале 20-х годов прошлого века, когда большевики у нас границы рисовали не пойми как? Нет, я вам объясню почему. Во-первых, государственные границы, вы какие сказали про башкирские? Вообще, границы между народами Советского Союза в начале 20-х годов, 100 лет назад. Ничего подобного. Смотрите, дело в том, что когда провели границы,
Вот надо понимать, когда все это было. Сначала же их собирали, сначала страну собирали, потому что сначала был целая цепь, скажем, самопровозглашений. Да, понятно. Вот. Причем они были не просто, они были с оружием в руках, все эти самопровозглашения. Включая Башкортостан, кстати, включая Башкирию, где был башкирский корпус сам по себе, который перешел на сторону России и при условии, что будет автономия в ее составе. То есть не согласиться на это было невозможно, иначе не собрать страну. Конечно. Вот на Украине было то же самое. Там действовало сразу несколько армий. Там действовала и армия Украинской Народной Республики, петлюровцев там и так далее. Да? Вот. Там действовала армия батьки Махно, и там действовала Красная Армия с Пархоменко и так далее. Вот. То есть везде шла война, и их надо было собирать. Их собрали. Не собрать, собрать без утверждения права народа на самоопределение было нельзя. Это был мировой тренд, он не только у нас был. То есть такой же тренд высказал не только Ленин у нас, но и Вильсон, президент Вильсон, Лиги наций и так далее. Страну собрали. Да? Давайте, знаете, здесь паузу сделаем, потому что у нас время подошло к новостям. Хорошо. Вот со слов «страну собрали» мы продолжим разговор с Азадом Бердиным через несколько минут после перерыва на новости. Оставайтесь на эхе. часов 30 минут московское время. Добрый день, в студии Ирина Меркулова. Краткие новости на эхе. МВД в течение суток будет уведомлять собственников о вскрытии квартир и автомобилей. Новый порядок одобрил министр Владимир Колокольцев. Ранее закон о расширении полномочий полиции приняла Госдума. Уведомления собственнику будут отправлять заказным почтовым отправлением в виде телефонограммы или по электронной почте. В документе будут указаны дата, время, место и основания для вскрытия. В Верховном суде России в эти минуты продолжается рассмотрение иска Генеральной прокуратуры о ликвидации Международного мемориала. Российские власти считают правозащитную организацию иностранным агентом. Судье Али Назаровой предстоит изучить 9 томов дела. Сторону истца на заседании представляют 4 прокурора. Поддержать мемориал пришли множество людей. Перед началом заседания у здания Верховного суда был задержан 1 человек. Российские власти впервые признали, что не предоставили Всемирной организации здравоохранения полную информацию о российской вакцине «Спутник». Это связано с разночтениями в стандартах, но процесс идет, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва надеется на положительное решение вопроса. Песков добавил, что Кремль не обеспокоен долгим процессом одобрения российской вакцины и не высказывает претензий в адрес российских компетентных ведомств, которые занимаются этим вопросом. Всемирная организация здравоохранения ожидает роста госпитализации и смертей от нового штамма коронавируса. Первая смерть из-за омикрона зарегистрирована в Великобритании. Российские власти сообщили о том, что новый штамм выявлен у 16 человек, прилетевших из Южной Африки. По данным Роспотребнадзора, 11 из них были привиты. Глава ведомства Анна Попова сообщила также, что в России разработана тест-система для выявления омикрон-штамма. Сейчас она тестируется в ЮАР. Оперативный штаб сообщает, что в России за прошедшие сутки выявлено менее 29 тысяч новых случаев коронавируса. Умерли 1145 человек. Политик Алексей Навальный рассказал о значительном росте цен на продукты в тюремном магазине. Пост появился в его инстаграме. По словам Навального, заключенный может потратить в месяц 9 тысяч рублей, что сопоставимо с расходами на еду среднестатистического российского пенсионера. Политик посчитал, что его личная продовольственная инфляция не менее 40%. Он предложил поучаствовать в эксперименте «Живу на пенсию» главе Центробанка, который недавно сообщил, что инфляция в стране 8%, и президента России, утвердившего минимальную зарплату 13 890 рублей. В Туве 79 школьников пожаловались на пищевое отравление. Большинство госпитализировано, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Министерство образования республики. Образовательное учреждение, которое объединяет кадетский корпус и интернат для сирот, закрыли на карантин. По мнению санитарных врачей, причиной отравления могло стать некачественное питание. Генеральный секретарь НАТО, норвежец Йенс Столтенберг, подал заявку на участие в конкурсе по выборам нового главы Центробанка Норвегии. Всего в списке 22 претендента. Столтенберг, правда, предупредил, что если получит должность, то не сможет приступить к работе до истечения срока полномочий в НАТО 1 октября 2022 года. В Москве в ближайшие сутки облачно, дождь со снегом и около нуля. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Запусти цифровую перезагрузку своей компании. Компания Terra. Финансовое моделирование, цифровая трансформация архива, аналитика, сопровождение договоров. Мы поможем быстро и легко искать документы, удобно формировать отчетность, сохранить оригиналы документов от потерь и удобно проходить проверки. Компания Terra. Город Уфа, улица Гоголя, 60. Ролик произведен при поддержке Центра «Мой бизнес» и Агентства РБ по развитию малого и среднего предпринимательства. Стрижка для собаки, маникюр для кошки. Дожили. Ну, во-первых, это красиво. А если серьезно, то правильный и безопасный уход жизненно необходим для здоровья животного, а экспресс-линька спасет наш дом от шерсти. Тем более в Уфе теперь такое место есть. Крупнейшая в России сеть салонов по уходу за животными теперь и в Уфе. Зоосалон «Грум». Софья Перовская, 73. Запись по телефону 211 70 07. Ролик произведен при поддержке Центра «Мой бизнес» и Агентства РБ по развитию малого и среднего предпринимательства. 20 декабря круглый стол на тему «Конкурентоспособность изделий народно-художественного промысла как один из факторов развития промыслов высокой художественной ценности». Приглашаем ремесленников Башкортостана по адресу: город Благовещенск, улица Седова, 98, здание городского дворца культуры. Начало в 14 часов. Вход свободный. Мероприятие реализуется при поддержке Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству, ОНО, Агентства РБ по предпринимательству и Центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Магнитолы на андроиде. В твоем магазине электроники «Микрон». Ролик произведен при поддержке Центра «Мой бизнес» и Агентства РБ по развитию малого и среднего предпринимательства. 15 декабря вместе с гостями студии «Эхо Москвы» в Уфе, специалистом по работе с клиентами компании «Финам» Аидой Мамедовой и блогером Александрой Максютовой поговорим о возросшем интересе женщин к инвестициям. Слушайте эфир в среду в 8:45. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Башкирский. Башкорт. Башкирский язык. Башкорт теле. Башкирский язык. Башкорт теле. В республике 14 декабря отмечают День башкирского языка. 14 декабрь Башкорт теле күнен билдәләйдәр. В республике 14 декабря отмечают День башкирского языка. 14 декабрь Башкорт теле күнен билдәләйдәр. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе, в YouTube-канале «Эхо», а также в группе в Одноклассниках. У нас есть номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений, +7 927 304 10 51. Вопросы уже поступают, тем более, что в гостях у нас ведущий научный сотрудник Института стратегических исследований Башкортостана, кандидат философских наук Азат Бердин. Меня зовут Руслан Валиев. Но вначале мы давайте закончим ту мысль, которую мы развивали в начале. Я закончил на том, что страну собрали. Да. Я уже говорил, без права народов на самоопределение, без признания этого права. Это, Башкирия яркий пример. Этого сделать бы не удалось. Вот. И я непонятна позиция тех, кто, видимо, считает, что надо было обмануть, что ли, все народы после этого. То есть собрали, а потом сказали, никакого права не будет. Вот. Поэтому нет. Значит, эта страна была собрана именно как союз народов. В старом, чисто в таком имперском, формально имперском обличии оно не могла существовать, там совершенно другие политические это системы. же только ширма была, фактически это было унитарное государство, Ну, потому совсем, и развалилось. Не совсем. Вот, а вот тут вы противоречите сами себе, потому что вы как раз вопрос задавали об этих границах. Так надо признать, либо оно было унитарным, либо играли роль этих границ. На самом деле ситуация была, смотрите, какая. Вот как раз вот недавно в споре с Сокуровым, Путин-то тоже, кстати, несколько не точно сказал, мне кажется, о том, что
Он правильно сначала говорил о том, что да, сейчас есть республики со своими границами, это нормально, это сила вещей такая, да, и спрашивает, риторический вопрос такой задает, говорит, а что в Советском Союзе этого не было? Вот, видимо, намекая на то, что Советский Союз развалился, потому что границы были. Я, по крайней мере, так понял. Может быть, я не прав. Если я не прав, то все нормально. Если нет, то это опять неточность некоторая. Потому что Советский Союз развалился не от того, что из него было право выхода. Во-первых, это право было чисто гипотетическое, и никем никогда всерьез не рассматривалось. Да, никем здесь никогда. согласен. Так. Более того, даже уже в роковом 90-м году все равно сама формулировка этого закона, который пытались принять о праве выхода, возникало множество нареканий, люди про нее даже не помнили. Страна распадается не от того, есть там право выхода или нет права выхода, а от того, существуют условия для этого распада или нет. Вот и все. Условия сложились, мы понимаем. Да. Так, то есть, если, например, и помню, что распад шел из Москвы, потому что именно элиты того государства, именно тогдашние советские элиты, которые пошли на союз и с такой диссидентствующей квазилиберальной частью интеллигенции, и с преступным миром, они, в общем говоря, они не смогли проглотить все это сразу. Причем конфликты снизу возникали. Армяно-азербайджанский, Карабах тоже вспоминаем. Прибалты, так они вообще оккупацией считали. Это не выход, это конфликты, это войны. Это конфликты, которые можно либо разрешить, либо не разрешить, но это конфликты. Это еще не распад. А распад шел, смотрите, кроме вот тех стран, тех республик, где уже полыхали эти войны, остальные, и кроме Прибалтики, которая, да, она, скорее всего, была бы отрезана и ломать. С этим почти весь народ с этим был согласен. Вот. А все остальные приняли участие в чем? В референдуме. Был референдум, и где было на совершенно законных основаниях, несмотря на чудовищную пропаганду в обратную сторону, все народы сказали, мы хотим жить в обновленном союзе. Вот. На этот референдум хоть как-то исполнялся? Никак. Абсолютно никак. Понятно, это мы, конечно, отвлеклись. Но мы говорили о переписи. Переписи, да? Именно. Вот. То есть вы, кстати, вот сейчас и Карабах вспомнили, все остальное, то есть была сильно политизированная этничность, да? Да. И теперь переписи стали ее орудием. У нас в Башкортостане было, и общество, и интеллигенция были более консервативные, чем в соседней Казани. Тогда они еще это поветрие восприняли не так быстро и не сразу. И для них вот та пропаганда, которая была развернута, она была чем-то удивительным, непонятным. Все вот эти откровения Айдара Халима, которые теперь кажутся смешными, тогда они смешными не были, понимаете. Вот. И, короче говоря, тут наложилось... То есть вы хотите сказать, что жители Башкирии кого-то там послушали в 89 году и переписали себя из башкир в татары? Разве так не это совсем легко делается? Смотрите, не совсем. Потому что тут наложилось сразу несколько факторов. Вот эта пропаганда, о которой я уже говорил, это поведение самого начальства на местах, а вот от него зависит очень много. От местной интеллигенции, от местного начальства. Вот. И, наконец, все бы это было совершенно не имело бы эффекта, если бы не одно «но». И несуществование целого массива людей с двойственной идентичностью, этнической идентичностью. Да-да-да. Этот феномен, он его описывал и Раиль Гумерович Кузеев, например. Вот, и его описывал, как он действует, и пытался описать и Дмитрий Горенбург, там, ну и многие, я могу много его перечислять. Хорошо, так. Он хорошо известен, как раз вот хорошо известен именно на примере северо-запада Башкортостана. Как это сработало тогда? Вот. И именно между башкирами и татарами. То есть, дело в том, что башкирский национальный проект и татарский национальный проект, они борются не за землю, а за людей. Я понимаю, все-таки поясните, как это сработало тогда? Условно, у человека есть двойная идентичность. Что очень он делает в 89 году? Очень просто. Потому что если тебе со всех сторон говорят, что ты говоришь на татарском, ты татарин, вот, он запишет татарин. Это подтверждает и учитель, это подтверждает и местное начальство, и так далее, и так далее. Вот. И татарин тогда, грубо говоря, показывает, что им быть престижно, что существует мощное татарское движение национальное. Оно прогрессивное, оно, так сказать, перестроечное, оно либеральное и так далее, и так далее. Им быть модно, им быть престижно. Если будет в обратную сторону, то же самое будет говорить там, и местное начальство, и, допустим, учителя. Понятно. И так далее. То есть, хорошо, предположим, так оно тогда сработало. Сейчас что произошло в этом году, в 21-м? Вот, теперь ситуация несколько иная. Теперь смотрите. Я считаю, ситуация сильно поменялась уже в 2010 году. Тогда она поменялась. Потому что вот эти качели 1989 года, когда был фантастический совершенно прирост татар, и тоже фантастическое, ничем не объяснимое падение башкир. Да? И в следующем 2002 году, когда уже здесь, можно сказать, Башкортостан взяли реванш за это дело, и точно так же был такой же необъяснимый, правда, необъяснимый только с точки зрения 89 года, а не 79. Вот, тоже вот необъяснимый прирост башкир и падение татар. То есть
пытаюсь понять, что на самом деле большая часть от этого прироста, не вся, но большая, была не от демографических проблем, а именно за счет перехода в рамках вот этой двухдвойственной идентичности. Слушайте, я сейчас немножко перебью, отвлекусь. Смотрите, считается, что в Советском Союзе и вообще в России самые честные выборы были как раз-таки выборы народных депутатов 89 года. Так считается. И многими наблюдателями, которые, вот, например, на Эхе говорят, выступают, то есть тогда еще не умели фальсифицировать и вообще не пользовались этими инструментами. И отсюда делается вывод, что и перепись тогда была самая честная. Разве это не правда? Это вы не правы. Вы не правы, и более того, я этот довод слышал, например, как раз у вас от Ильдара Габдрафикова. Вот это, мне довод кажется, мягко говоря, сомнительным. Он же как говорил, что, вы смотрите, тогда были честные выборы депутаты. Тогда, например, вот Рамиль Бигнов, например, смог стать таким большим человеком. Да, безотносительно Бигнова, в принципе, по стране. Да. Я не вижу, что хорошего в том, что большим человеком стал Рамиль Бигнов, например. Да, не надо Бигнова сказать. Вообще, там депутатами многие стали. Вообще, тогда был небывалый всплеск демагогии, просто говоря, когда любой демагог мог стать кем-то. Вы сами знаете, кем они стали потом. С кем они стали потом, что они стали замкнуты, как все более и более замкнутой кастой, правильно? Академик Сахаров, Анатолий Собчак стали большими людьми в масштабах страны. Вы знаете, я сейчас не буду выражать слишком свое мнение о том же Анатолии Собчаке, потому что, сами понимаете, да? Вот. Он Путина сделал большим человеком. Как это вы не будете? Он же сделал... Какая роль огромная. Очень просто. Я не вижу в этом, понимаете, ничего положительного. Посмотрите на дело рук тех же самых вот этого слоя людей, как Сахаров, Собчак и так далее. Дело этих рук... То есть Путин это плохо? Путин продукт Собчака? Потому что это закончилось геополитическим развалом страны, который до сих пор все еще отдается очень большими рисками для нас. И будет отдаваться, понимаете? Вот. Потому что мы сейчас вообще на другую тему можем прийти, на то, что антисоветский проект, в целом, на самом деле провален. Но это отдельно. Давайте все-таки завершим мысль, перейдем к 2021 году. Теперь смотрите, что дальше произошло. Я уже говорю, что вот в 1989 году, да, и в 2002 году перепись воспринималась там, не только как перепись, но и как такой... Это политический инструмент. Причем не только в Башкортостане, но и в Татарстане. Но в Татарстане там вот это население двойственной идентичности, оно было достаточно давно прочно забетонировано, то есть башкиры там стали просто татарами башкирского происхождения. Вот. У нас же это сохранилось, потому что у нас изначально сохранилась большая татарская община, и, в общем-то, никто в этом не сомневался, что татары есть, они существуют и так далее. Вот. И с этим был связан целый такой пучок проблем в этом. Но, смотрите, уже в 2010 году вот эти качели стали успокаиваться оттуда. Потому что, значит, с одной стороны, когда пришел Хамитов в руля, значит, башкирская элита опять была полностью как после ухода Шакирова. А уход Шакирова, я напомню, был беспрецедентный после этого ухода, потому что, значит, когда он происходил, значит, была комиссия Лигачева. Были спущены вниз строгие директивы по дебашкиризации. То есть башкиризация была злом, понимаете, с которым надлежало бороться, и с ним боролись. Вот. А бороться тогда, в общем-то говоря, умели. Хотя уже давно вегетарианскими способами, но тем не менее. Но само слово башкиризация, конечно, насильственная башкиризация, как и татаризация, это же плохо. Понятно. Естественно. А от чего вы взяли, что башкиризация действительно была? Понимаете? Не знаю. Боролись же с чем-то. Откуда это взяли? Что надо бороться? Правильно. То есть, ну и что? То есть, получается, что самое главное в другом, в том, что был задан тренд. Было указано, что делать. Опять вернулись назад, давайте не будем сюда. Теперь давайте сюда подойдем. Теперь смотрите. И вот в 2010 году, но несмотря на то, что на этот раз, сказал бы, опять башкирская элита полностью дезорганизована, несколько, так сказать, ошеломлена, так сказать, татаристы празднуют победу, почему это совершенно открыто было на самом деле, что татарские националисты воспринимали приход Хамитова как свою победу. Вот. И тем не менее, в 2010 году уже не было таких чудес, понимаете? Так. То есть, несколько упало количество башкир, но несколько, что вполне объяснялось вот этим кейсом двойственной идентичности. И все. Понимаете? То есть, все более цивилизованный вид приходил. Вот. И поэтому-то я высказал свой прогноз. Я и сейчас от него не отказываюсь. Я считаю, что перепись 2021 года, она тоже будет ближе, скорее всего, к 2010 году. Может быть, чуть-чуть побольше башкир будет, может быть, чуть-чуть поменьше, но не знаю, вряд ли. Скорее всего, где-то около 2010 года. Может быть, незначительно больше или меньше. Я не вижу, почему должен будет повториться 2002 или 1989 год. Но, тем не менее, это было беспрецедентным. Почему? Да.
Потому что была развернута очень мощная кампания. Причем, обратите внимание, эта кампания как раз, значит, по политизации этой переписи. Посмотрите, где эта кампания была развернута, на каких площадках. Почти, это исключительно татарстанские площадки. Ну, это, логично. я могу перечислить, это миллиард татар. Да. Это, то есть, созданы специально под перепись. И но татары борются за сохранение нации. При этом, смотрите, давайте с самого верха начнем. Главы республик, значит, Хабиров и Минниханов, они очень разумно не допускали никаких критических высказываний. В этом они молодцы, они все очень хорошо сделали. Более того, у Минниханова интересная фраза была. Он говорил, обращаясь к прессе, вот к вам обращаясь, он говорил, даже вы не сможете нас поссорить. Даже вы. Он говорит журналистам. Так, ладно. Вот. Но при этом интересно, говорит он так говорил, но тем не менее миллиард татар представляли непосредственно ему. И это отражалось в презентации вот этого проекта. То есть миллиард татар, татары мира, Казан Фест, То есть Минниханов врал? Да. Минниханов врал, получается. Говорил Почему? одно, а делал другое. Почему? Нет. Нет? Нет, я бы сказал, во-первых, смотрите, он при этом высказывание, да, я еще раз повторяю, он критичных не допускал. Он, наоборот, сказал, что даже вы не сможете нас поссорить. Мы с башкиром братья, нам нечего делить. Правда, но при этом он обозначил интересный тренд. Он говорит, что каждый татарин важен. Он говорит, что татарин быть очень важен. Кто тогда беспрецедентную борьбу эту самую организовал? Чьими силами это все было организовано? Я считаю, что она была организована прежде всего, скажем так, татарским, то есть татарско-националистическим пулом в Казани. И не только в Казани, потому что это следует рассматривать не только как организационную... Эти силы же работают все-таки с ведома президента, пока еще президента. Знаете, Минниханов, конечно, очень осведомленный человек. Он, конечно, я думаю, обо всем осведомлен, но я не готов сказать, что что-то там, что по его приказу и так далее. Я могу понимать, я не могу додумывать. Я могу только сказать то, что вижу. А вижу я, например, следующее, что сам Минниханов ничего плохого не говорил. Хабиров тоже ничего плохого не говорил. Но уже на уровне вице-премьеров мы видим другую картину. Мы видим, что Василий Шахразиев, уважаемый вице-премьер Татарстана, он интересная вещь вообще говорит, такой интересный человек. Вот. Он, я вот насчитал 3 раза, выступал с очень такими дипломатически недопустимыми замечаниями в адрес Башкортостана. Азат Бадранов, равный ему по рангу, наш вице-премьер, ответил ему только 1 раз. Более того, если я, кстати, говорил, в том числе на экспертном, как-то это, но среди экспертов я это не раз озвучивал, что Василий Шахразиев открыто, прямо во время переписи, выступал со спичем, причем это все было в СМИ, что у нас сейчас осталось 14 дней до переписи. Значит так, нужно везде, где нужны танцевальные коллективы, агитационные коллективы, везде пошлем, в том числе и сюда. Башкортостан. Башкортостан. Что еще осталось неделя поработать, через неделю уже будет поздно. Это говорит вице-премьер. То есть в данном случае, даже не скрываясь, эта информационная кампания шла. Башкортостанские СМИ, мониторинг показывает, что этого не было. Вот просто не было. Как вы думаете, вот Путин назвал цифру довольно удивительную, что у нас там более 2000 проблем по стране имеются, связанные с границами и прочее. Имел ли он в виду в том числе вот ситуацию, которая, возможно, у нас? Нет. А откуда 2000? Смотрите, я вам сейчас такой пример приведу. 2000, как вот он сказал, да, я такой цифры сам не знаю, этих проблем, это же далеко не означает, что эти проблемы решаются остро, конфликтно. Есть проблемы, которые очень конфликтно решают, как в Ингушетии. Это действительно тяжело получилось. Вот. И так просто ее не решишь. А есть, например, пожалуйста, недавно было исправление границ между Челябинской областью и Башкортостаном. Более того, при этом исправлении Тихо, мирно, да, все прошло, вы хотели сказать? У нас мало времени, просто я хочу обратиться к вопросам, которые нам слушатели шлют. Ответ тут понятен. Что не относилось к путинскому количеству 2000, как бы мы здесь отдельно, я понял. Хорошо, давай. Значит, Айрат спрашивает, почему академик Тишков назвал вас и Юлдаша Юсупова этнонационалистами, которые недостойны быть экспертами ФАДН? Вопрос. Значит, так, дело в том, что я от самого Тишкова этих объяснений мне не довелось услышать, почему он так назвал, поскольку действительно на заседании экспертного совета он неожиданно выступил вот, в том числе с такими странными заявлениями и очень быстро ушел. То есть он даже не дождался ни ответа, ничего. Я замечу, что никто на этом заседании, оно носило закрытый характер, поэтому я, например, его никак не освещал и заранее сказал, что не берусь освещать. Могу только сказать, что его там в этом плане
не поддержало? Никто. Я могу только предположить, почему у него были такие бездоказательные странные заявления. Они как под копирку взяты с пассажей Ильдара Габдрафикова, который является его давним участником его сети, мониторинга. Чего, сети? И, по-моему, докторантом, если не ошибаюсь. Ильдар Габдрафиков. Да-да, я понял. Вот. Вы сказали, сети? Сеть? У него есть сеть раннего мониторинга, сеть мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. ЯВАР называется. Ну, это я написать могу. Вот. У Тишкова своя сеть. Как бы. И в ней участвует Габдрафиков. У меня достаточно скептические есть представления, по крайней мере, о некоторых методах работы этой сети. Например, я считаю, что Башкирия, она просто провалена. Ее работу вот, этой сети. Значит, я просто не вижу оснований, на которых он это сделал. В принципе, я рассказать, конечно, могу, в чем неправильность этого определения, но оно совершенно неправильно, потому что как раз к этому национализму я не просто не имею отношения. Я думаю, вы сами знаете, что я с националистами постоянно полемизировал и полемизирую. Реплику прочитаю. Радиослушатель вот много по делу пишет вроде бы, но не подписывается, к сожалению. Но буквально мысль следующая. 89-й год. Никто не заставлял кем-то переписываться. У меня татарская деревня. Официально 88% бумажных башкир. Это всем известно. Господин Бердин не знает ситуацию в западных районах, утверждает слушатель. Хорошо. Отвечу. Минута. Да, понятно, я это понял. Так вот, значит, вообще-то говоря, в 2002 году тоже никто не заставлял переписываться. И в 2010 году никто не заставлял, и сейчас никто не заставляет. То-то и оно, что никто еще до сих пор не описал механизм, каким образом эти переписные чудеса происходят. Ну, как на выборах. Вот. На выборах тут немножко другое, все-таки скажем. Хотя я не специалист по выборам. Вот. Причем эта борьба, да, она идет открытая, когда и в Татарстане она шла, например, за то, чтобы Карашин переписывать или не переписывать татары там, и так далее. Это очень острый такой вопрос. Вот. Что касается... Полминуты до конца. Ну, давайте тогда следующий вопрос. Полминуты до конца. До конца эфира. Я понял. Все, мысль закончили тогда? Или... Так, значит, в данном случае я не могу следовать только чему-либо телефонному звонку и не игнорировать существующие данные, в том числе данные переписей, там, и микропереписи и так далее. Спасибо большое. Понятно, тема очень огромная. Я думаю, как-нибудь продолжим. Да. Благодарю нашего гостя, кандидата философских наук Азата Бердина. Меня зовут Руслан Валиев. Оставайтесь на эхе и до свидания. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь.